Комбайн без водителя, все на дисплее, весь маршрут в электронной начинке. Данная система позволяет управлять машиной в автоматическом режиме. Механизатору требуется задать ширину захвата агрегата. Несколько таких беспилотников уже пару лет бороздят татарстанские поля. И эту инновацию и не только сегодня можно увидеть в выставочном центре «Казань-Экспо». Здесь открылась выставка агропромкомплекса. Аграрии, руководство республики, бизнес и инженеры обсуждают, куда двигаться дальше. Нам надо не только внутри Татарстана, не только в пределах России. Нам надо продавать продукцию, надо искать новые рынки. По итогам года Татарстан на первом месте в России по производству молока. Ежегодный объем 2 миллиона тонн. Вопросы к реализации. К сожалению, от нас пока никого нет в списке 10 молочных компаний, получивших уже аккредитацию в Китай. И 23 российские молочные компании заявились именно на получение такой же аккредитации. Вот среди них тоже наших пока нет. А вот это новое поколение автолавок, тех самых магазинов на колесах, которые ездят по всем уголкам республики. Теперь они на метании, и все они внедорожники, поэтому смогут заехать в любую непогоду, в любое село. Вот 30 машин на этом году мы заказали. В новый сезон с новой техникой, посевной с подготовленными ресурсами. Рустам Миниханов заметил, что компании уже готовы федеральные и республиканские субсидии и поручил внимательно подойти к удобрениям. В посевной этого года на каждый гектар должно вноситься 70 килограммов вещества. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.